Небывалый снегопад в эти дни буквально парализовал жизнь сразу в нескольких арктических районах Якутии. За короткий промежуток времени здесь выпала 5-месячная норма осадков. Подобного в Заполярье не видели уже 30 лет. Ситуацию осложнил сильный ветер. В порывах его скорость достигала 20 метров в секунду. В 4 районах объявлен режим повышенной готовности. На борьбу с последствиями непогоды брошены все силы. Периодически обращаются главы муниципальных образований, главы районов с просьбой оказать помощь, в частности, в части обеспечения дизельным топливом для работы тракторной техники. Ну, естественно, по мере возможности Сахаэнерго всегда оказывает помощь и по мере возможности будет помогать данным хозяйствам. На этих кадрах видно, как лошади с трудом пробираются по снегу. Толщина покрова такова, что легко достает до холки. В результате непогоды пастбища обледенели. Образовалась угроза массового падежа. До открытия автозимников необходимо обеспечить животных кормом, чтобы избежать потерь. Будем завозить объемы концентрированных кормов воздушными судами. Это незначительные, конечно, объемы будут, но для того, чтобы обеспечить подкормку, как-то поддержать на сегодняшний день, эту работу мы будем выполнять. Тем временем в региональном правительстве решено создать специальную рабочую группу. В нее войдут представители всех основных министерств и ведомств. Они в течение ноября ежедневно будут заниматься решением вопросов, возникающих в Заполярье из-за непогоды. Совместными усилиями проведен комплекс мероприятий, направленный на недопущение нарушения жизнедеятельности населения в данных районах. Создан резерв необходимых материальных ресурсов. В наличии имеются резервные источники энергоснабжения. Объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства вышеуказанных районов работают в штатном режиме. Нарушение в работе объектов жизнеобеспечения не допущено. Несмотря на то, что сегодня ситуация стабилизировалась, синоптики не исключают, что в ближайшее время стихия может разбушеваться вновь. Поэтому режим повышенной готовности в Заполярье и Якутии пока сохраняется. Дмитрий Макаров, Роберт Набиев, Владимир Ермаков. Вести. Якутия.